أسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Изменение направления при молитве, кыблы, события, предшествующие битве при Бадре. Когда Аллах ниспослал разрешение начать войну, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приступил к изучению всех дорог, ведущих от Медины к Мекке, а также дорог от Мекки в Шам, по которым курейшиты водили торговые караваны. Отряды отправлялись один за другим. В первый год по хиджре, то есть после переселения, пророк, мир ему и благословение, послал первый отряд к каравану, предводителем которого был язычник Абу Джахаль. В составе отряда был Хамза ибн Абдуль-Мутталиб, которого за храбрость называли «Лев Аллаха» и «Лев Пророка». Однако сражение между ними не состоялось. Потом в поход ушел отряд во главе с Убейдой и Ибн Харисом. В последний день месяца Раджаб посланник Аллаха отправил отряд в местечко, называемое Нахля. Во главе этого отряда был Убейдуллах ибн Джахш. Увидев караван курейшитов, сподвижники стали решать, начинать сражение или нет. Месяц Раджаб является одним из 4 запретных месяцев. В эти месяцы Аллах запретил войны. А поскольку тогда это был последний день месяца, то некоторые сподвижники считали, что месяц уже закончился, а другие же говорили: нет, сегодня 30-й день Раджаба. Один из них говорил: если мы отложим сегодня сражение, то они убегут от нас и войдут на запретную территорию, а если же начнем бой, то сможем победить их. И они решили начать сражение. В результате сражения один из многобожников был убит, 2 захвачены в плен. Многобожники, прознав о сражении, стали по всему Аравийскому полуострову рассказывать о том, что Мухаммад не почитает запретные месяцы, когда запрещены войны, конфликты, кровная месть. Да, мы согласны с вами не убивать в эти запретные месяцы. Однако то, что делаете вы, разве это дозволено? Сбиваете других с пути Аллаха, выгоняете людей из заповедной мечети и запрещаете им совершать обход вокруг нее. Разве это дозволено? Если убийство запретно, то неверие в Аллаха запретно еще более. Принуждать людей поклоняться не одному лишь Аллаху — это еще более запретно. Неверие, изгнание людей из заповедной мечети и запрет на обход вокруг Каабы — разве все это не большее преступление, чем убийство в запретные месяцы? То есть искушение неверием, удержание людей от истинной религии является гораздо большим злом, чем убийство. Пророк вернул пленников и отдал выкуп за убитого. Посланник Аллаха продолжал отправлять отряды один за другим. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Аллах не спосылал аяты о сражении один за другим. Лицемеры, которые скрытно проникли в ряды сподвижников, продемонстрировав в начале свою веру, не думали, что дело дойдет до сражения, до пролития крови, до мечей. Они и не предполагали, что дело будет обстоять таким образом. Они думали, что ислам — это только совершение молитвы, соблюдение поста и другие внешние проявления религиозности. Ислам они приняли лишь внешне. Когда же пришла весть о начале сражений,
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. Словно смерть пришла за ними, когда они услышали аяты о сражении. Так отправлялись отряды, и все арабы услышали о них, узнали, что на Аравийском полуострове начала образовываться новая сила. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники молились, поворачиваясь в сторону священного дома в Иерусалиме. Пророк же часто обращал свое лицо к небу в надежде, что Аллах поменяет киблу, направление во время молитвы, и что киблой станет Кааба, дом, построенный Ибрахимом за 1000 лет до ниспослания Корана. Но повеление об этом Аллах все еще не посылал, пока не наступил месяц Шаабан, 12-го года по хиджре. Именно тогда Господь, Великий Всемогущий, ниспослал аят. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовался этому изменению направления киблы со священного дома в Иерусалиме к Каабе, которую почтил великий Аллах. И однажды, когда сподвижники совершали молитву, к ним подошел человек и возвестил, что посланник Аллаха повелел им молиться не в сторону Иерусалима, а в сторону Каабы. Сподвижники ничуть не усомнились в его словах и, находясь в молитве, повернулись в сторону Каабы. После этого некоторые лицемеры и иудеи начали говорить, распространяя сомнения среди людей. Как же так? Несколько лет молиться в сторону Иерусалима, а сейчас он, Мухаммад, меняет направление в сторону Каабы. Это игра с религией. Если первая кибла была верной, то сейчас он заблуждается. Таким образом, если считать, что он сейчас придерживается истины, то значит, до этого находился в заблуждении. Вот так лицемеры и иудеи сеяли сомнения среди людей. Господь же их назвал глупцами. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. И первая кибла, и вторая, обе они от Аллаха и принадлежат Ему. Таков ответ им. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Это изменение киблы было испытанием, экзаменом для верующих, чтобы великий всемогущий Господь отличил тех, кто следует за Его посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Некоторые сподвижники пришли к посланнику Аллаха и сказали: «О посланник Аллаха, наши братья молились в сторону священного дома в Иерусалиме. Они умерли до того, как мы начали молиться в сторону Каабы. Каково же их положение? И что же с их молитвами? Они пропали зря?» Господь назвал молитву в ниже следующем аяте верой и сообщил им, что они не потеряли награды за эти молитвы. Неважно, совершали они их, поворачиваясь в сторону Иерусалима до изменения киблы или в сторону Каабы. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Этот период был периодом установления заповедей ислама. В месяц Шаабан, в 12-й год по хиджре, поменялось направление во время молитвы с Иерусалима в сторону почитаемой Каабы.
Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, узнал, что к Медине приближается торговый караван, который возвращался из Шама в Мекку. Караван состоял из 1000 верблюдов, нагруженных ценным товаром, который мог бы возместить отобранное у мусульман в Мекке имущество. Возглавлял караван Абу Суфьян ибн Харб. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил об этом своим сподвижникам. Он сказал им: «Выходите к этому каравану, в нем имущество курейшитов». В караване было имущество, отобранное у сподвижников. Возможно, Аллах даст возможность добыть вам эти богатства. Вы сможете получить свое имущество, ведь курейшиты отняли у вас его, сказал он. Сподвижники вышли, взяв с собой немного оружия, так как они не думали, что может произойти сражение, ведь караван был торговым. Из мусульман вышло чуть более 300 человек. Большинство мусульман оставалось в Медине. В отряде было всего 2 коня — у Зубейра ибн Аввама и Мигдада ибн Асвада. Остальные мусульмане остались в Медине, так как призыв к борьбе не был всеобщим. И вот войско вышло из Медины. Знамя пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вручил Мусабу ибн Умейру и разделил войско на 2 отряда — отряд мухаджиров и отряд ансаров. Во главе отряда мухаджиров был Али ибн Абу Талиб. Отряд ансаров возглавлял Саад ибн Муаз. Абу Суфьян прознал о том, что из Медины вышло войско мусульман. Он тотчас отправил посланца в Мекку, дабы тот предупредил курейшитов о том, что мусульмане могут отобрать у них имущество. Ни посланник Аллаха, ни его сподвижники не ожидали этого. Посланец курейшитов, Дамдам аль-Гифари, добрался до Мекки. Разорвав на себе рубаху, он начал кричать: «О, курейшиты! Беда! Беда!» Собрались люди. Что произошло? На Абу Суфьяна, который присматривает за вашим имуществом, напал Мухаммад со своими друзьями. На помощь! На помощь! Люди в Мекке заволновались. Каждый из них начал готовиться к битве. Курейшиты говорили: неужели Мухаммад и его приспешники думают, что этот караван достанется им так же, как и караван Ибн Хадрами? Он думает, что мы с такой легкостью отдадим свое имущество? Клянемся Аллахом, Мухаммад и его приспешники узнают, кто есть кто. Все жители Мекки подготовились к сражению. Мужчины приготовили оружие. Среди них были и знатные курейшиты, всадники. Всего их было 1300 человек. В этот поход вышли все старейшины курейшитов. Остался только Абу Ляхаб. Вместо себя он послал другого человека. Умейя ибн Халяв тоже захотел остаться. К нему пришел его друг, Угба ибн Абу Муид, и сказал ему: «О, Умейя, нанеси на себя благовоние и укрась себя. Ты вместе с женщинами». Тот спросил: «Почему ты говоришь это?» «Никто не отстанет от битвы, кроме женщин», — ответил он. Умейя обругал его и то, с чем он пришел. Встал и начал собираться в поход. Вся мекканская знать вышла в этот поход. К курейшитам вновь пришел Иблис. На этот раз он принял образ Сураки ибн Малика. Он сказал им: «О, люди, на этот раз вы одержите победу, а я тот, кто обезопасит вас от племени Кинана. Племя Кинана не приблизится к вам, сегодня вы победите». Он начал побуждать их к сражению и вызывать в них дух победы. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. Люди ободрились и стали готовиться к битве. А Абу Суфьян, предводитель каравана, был очень осторожен. Он направлял разведчиков разузнать дороги. Так он узнал, что главную дорогу ему преградил Мухаммад. Как же поступил Абу Суфьян? Он пошел по другой дороге. Он двинулся обходной дорогой, уводя караван из 1000 верблюдов, которые охраняли лишь 40 мужчин. Они не могли выступать против Мухаммада и его сподвижников. Каравану удалось уйти. Тогда Абу Суфьян направил в Мекку посланца, дабы тот сообщил курейшитам, что они смогли ускользнуть. Посланец сообщил неверующим курейшитам, что Мухаммад не догнал их, а они уже подготовили 1300 вооруженных воинов. Получив это сообщение, курейшиты захотели вернуться. Иблис же начал побуждать курейшитов к сражению, готовить их. «Идите вперед и сражайтесь. Сегодня вы победите. Это ваш шанс». Тогда поднялся Абу Джахаль и сказал:
Клянусь Аллахом, мы ни за что не вернемся. Мы непременно направимся в Бадр, пробудем там 3 дня, зарежем верблюдов, приготовим еду и вино для людей и развлечем их песнями певиц. И таким образом прославимся среди арабов. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. أهم شيء عندهم السمعة. بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. Итак, курейшиты двинулись на Бадр. Предводитель же племени Бану Захра, Аль-Ахнас ибн Шурейх, вернулся домой, а с ним вернулись 300 человек. Но ведь 1000 воинов направляется в Бадр. Двинулось в путь войско мусульман. Они стремились догнать караван Абу Суфьяна, однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, понял, что каравану удалось уйти. И он понял, что столкновение с войском Абу Джахля и сражение неизбежно. Но войско мусульман не было готово к этому сражению. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, собрал авторитетных сподвижников, имеющих свое мнение о сложившейся ситуации, и попросил у них совета. «Посоветуйте мне, что нам делать? Если мы вернемся в Медину, они нападут на нас там, а если выйдем против них, то ведь мы не готовились к этому». أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. «О люди, скажите, что мне делать?» Поднялся Абу Бакр и сказал хорошие слова, и пророк поблагодарил его. Затем встал Умар, да будет доволен им Аллах, сказал добрые слова, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поблагодарил его. А потом встал Мигдад ибн Амр и тоже сказал хорошие слова. «О посланник Аллаха, клянемся Аллахом, мы не скажем тебе того, что израильтяне сказали Мусе. Ступай ты вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же поистине будем сидеть здесь. Но мы говорим, ступай ты вместе с твоим Господом и сражайтесь, мы же поистине будем сражаться вместе с вами. И клянусь тем, кто направил тебя с истиной, если бы ты повел нас на Бакр аль-Гимат, мы бы и тогда сражались вместе с тобой, пока не достигли бы его». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовался этим словам. Однако он продолжал вопрошать: «Укажите мне, люди, что делать?» Он хотел услышать мнение ансаров. Высказались 3 человека из мухаджиров. Теперь он хотел услышать, что скажут ансары. Ансары присягнули ему в том, что будут сражаться в Медине. Они не давали присягу о военных действиях за пределами Медины. «Укажите мне, о люди!» Саад ибн Муаз понял это и спросил: «Ты, как мне кажется, обращаешься к нам, о посланник Аллаха?» «Да», — ответил тот. Он обращался к ним. Тогда Саад сказал: «О посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и поверили тебе, и дали тебе клятвы, то есть поклялись сражаться вместе с тобой, и обещание, что будем слушать и повиноваться тебе. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, если ты приведешь нас к морю и сам войдешь в него, мы войдем в него вместе с тобой, и никто из нас не останется позади». Саад ибн Муаз говорил и за себя, и за всех ансаров. Он сказал: «Клянусь Аллахом, никто не останется позади, и мы не боимся того, что завтра ты поведешь нас на врага, ибо поистине мы стойки в войне и надежны в бою. И, может быть, Аллах даст тебе увидеть от нас то, что порадует тебя». Обрадовался пророк, а затем сказал: «Идите и радуйтесь, ибо поистине великий и всемогущий Аллах пообещал мне одно из двух. И клянусь Аллахом, сейчас я будто воочию вижу этих людей поверженными на поле боя». То есть караван Абу Суфьяна. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل
ولو كره المجرمون وهكذا. Войско мусульман отправилось в путь. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе с мусульманским войском двинулся в сторону Бадра. Недалеко от Бадра они остановились и расположились лагерем. Затем вместе с Абу Бакром пророк, да благословит его Аллах и приветствует, покинул лагерь. Они ушли разведать это место. В пути они увидели старого бедуина. Пророк, мир ему и благословение, подошел к нему и спросил: «Сообщи нам о курейшитах, об их войске, и сообщи нам о Мухаммаде и его сподвижниках». Старик сказал: «Кто из этих двух отрядов вы?» Пророк ответил: «Мы не сообщим тебе, пока ты не сообщишь нам». Пророк спросил о себе и своих сподвижниках, чтобы не выдать себя. Война — это хитрость. Старик спросил: «Откуда вы?» Пророк ответил: «Если ты сообщишь нам, тогда и мы тебе ответим». Только после этого спросил старец. «Да», — ответил пророк. Тогда старец, который знал эти дороги и знал о происходящих событиях, сообщил им: «Дошло до меня, что курейшиты выступили в такой-то день. Если сказал правду сообщивший об этом человек, то они должны находиться сегодня, на таком-то месте». Старый бедуин сообщил посланнику Аллаха место расположения курейшитов. Старик продолжил: «Дошло до меня, что Мухаммад и его сподвижники выступили в поход в такой-то день. И если тот, кто рассказывал мне об этом, говорил правду, то сейчас он находится в таком-то месте». И назвал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, именно то место, где и находилось его войско. Затем этот бедуин спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Так откуда же вы?» «Мы из воды», — ответил пророк и покинул старца. А бедуин начал повторять и вопрошать: «Что значит из воды? Может быть, из воды Ирака?» Пророк, мир ему и благословение, имел в виду жидкость, из которой был сотворен человек. Каждый человек произошел из жидкости. Он ответил ему таким образом, чтобы скрыть, кто есть на самом деле он и его друг. Пророк вернулся к своему войску. Когда наступил вечер, он направил в разведку 3 человек: Али ибн Абу Талиба, Аз-Зубейра ибн Аввама и Саада ибн Абу Вакаса, для того, чтобы разведать местность и происходящее там. Они дошли до колодца Бадра и обнаружили там 2 рабов, которые набирали воду из колодца. Разведчики схватили их. Схватили этих 2 рабов. Спросили: «Кто вы?» Те ответили, что являются водоносами курейшитов. Тогда они повели их к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижникам. Обнаружили, что тот молился. «Для кого вы носите воду?» Продолжали они допрос. Те ответили: «Мы носим воду для курейшитов». Тогда их ударили. Рабы отвечали: «Мы носим воду курейшитам», и снова их ударили. Словно сподвижники не желали такого ответа. Словно они хотели, чтобы рабы ответили им: «Мы носим воду для Абу Суфьяна». До сих пор в душе сподвижники хотели заполучить караван Абу Суфьяна. Они били рабов до тех пор, пока они не сказали: «Мы носим воду для Абу Суфьяна». Тогда сподвижники оставили их. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завершил молитву, он сказал: «Когда они сказали правду, вы стали их избивать, а когда сказали неправду, перестали. Они принадлежат курейшитам». Затем пророк подошел к рабам и начал их расспрашивать. Он спросил их: «Где курейшиты?» Рабы ответили: «Они за этим холмом, на ближней стороне долины». «Какова же их численность?» «Много», — ответили рабы. Когда же он спросил их о точном числе, те ответили, что не знают. Тогда пророк, мир ему и благословение, спросил: «Сколько верблюдов они забивают каждый день?» Рабы ответили: «В один день 9, а в другой 10». И пророк сказал своим сподвижникам: «Значит, у них от 900 до 1000 человек». Так посланник Аллаха узнал численность курейшитов. После этого он спросил рабов: «Кто из знатных курейшитов находится там?» Те ответили:
Утба ибн Рабиа, Шейба бин Рабиа, Абуль-Бухтури, Уммия ибн Халяф, Хаким бин Хизам, такой-то и такой-то. Тогда пророк сказал: «О люди, Мекка направила к вам тех, кто больше всего дорог ей». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе со своими сподвижниками доехал до Бадра. Он встал лагерем возле одного из колодцев Бадра. К нему подошел Хубаб ибн Мунзир и сказал: «О посланник Аллаха, скажи мне, ты знал эти позиции, с которых мы не можем ни наступать, ни отступать, по велению Аллаха, или же это твое мнение и военная хитрость?» Пророк ответил: «Таково мое мнение, и это военная хитрость». Тогда Хубаб сказал: «О посланник Аллаха, если так, то эта позиция не подходит. Лучше подними людей и давай подойдем к самому близкому колодцу от курейшитов. Останемся там, все остальные колодцы позади нас засыпем, а там выкопаем водоем и наполним его водой. И когда мы будем сражаться с этими людьми, мы сможем пить, а они нет». Посланник Аллаха улыбнулся и сказал: «Ты дал правильный совет». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, последовал его совету. Затем к посланнику Аллаха подошел Саад ибн Муаз, сказал: «О посланник Аллаха, не построить ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться, чтобы там составить план и наблюдать за ходом сражения?» Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, понравилась эта идея, и ему построили укрепление. Да будут мои мать и отец выкупом за него. Там пророк разрабатывал план сражения. Затем пришли юноши из ансаров, пожелавшие охранять пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они окружили укрепление, в котором он находился. Они охраняли его, командующего войском, пророка, предводителя этой общины. После того, как пророк распределил силы, поставив каждого воина на свое место, передний ряд, правый фланг, левый, задний ряд, он распорядился и о должности каждого из воинов. Потом он стал ободрять подвижников, говоря им: «Завтра здесь будет убит такой-то, если захочет Аллах, а здесь будет убит такой-то, если захочет Аллах». Так он указывал на места гибели неверующих, и укрепились сердца сподвижников. Противоположная сторона, курейшиты, также распределили свои силы недалеко от того же места. Они попытались пробраться к колодцу, но не смогли сделать этого. Как только один из них приближался к колодцу, то его сразу же убивали. Все курейшиты, пытавшиеся испить воды из колодца, погибли, за исключением Хакима ибн Хизама. Аллах предопределил ему принятие ислама впоследствии. Наступила ночь. Войско мекканцев было в страхе, несмотря на то, что они превосходили противника в числе, снаряжении и силе. Ведь они отправились в поход с намерением сражаться. Мекканцы направили Умейра ибн Уахба в разведку, чтобы тот разузнал расположение войска мусульман. Когда он вернулся, они спросили: «Что ты видел?» Он ответил: «Их 300 человек, возможно, чуть больше или меньше». А затем он сказал: «О курейшиты, клянусь Аллахом, мне уже приходилось видеть, как верблюды несут с собой смерть, а верблюды из Ясриба принесут с собой смерть несомненно». То есть он говорил, что те несут смерть. «Клянусь Аллахом, я не думаю, что кого-нибудь из них можно будет убить без того, чтобы он не убил хоть одного из вас. Посмотрите на слабость душ мекканцев». В рядах курейшитов зародились страх и боязнь, и тогда встал Хаким ибн Хизам, желая увести войско, желая вернуться домой. Их души потеряли свои силы и стали слабыми. Хаким направился к Утбе. Он сказал ему: «О, Утба, скажи людям и убеди их, чтобы мы вернулись». Утба поднялся среди людей и сказал: «Почему вы убиваете их? Ради чего, о люди? Если вы победите его, один человек станет смотреть на другого с ненавистью, потому что он убил сына его дяди, или сына его тетки, или кого-нибудь из других его родственников. Зачем убивать? Возвращайтесь же и не вмешивайтесь в дела Мухаммада с другими арабами». Эти слова услышал Абу Джахаль, разгневался и сказал: «Клянусь Аллахом, он поддался колдовству, когда увидел Мухаммада». Абу Джахаль, испытывая в сердце ненависть к посланнику Аллаха, вышел с желанием сражаться и направился к мужчине по имени Амир, брат которого был убит до этого.
Абу Джахаль сказал ему: «Теперь ты сам увидел тех, кому хотел отомстить. Утба же хочет ослабить людей, ослабить войско». Тогда Амир провозгласил людям: «За Амра! За Амра!» Он кричал и напоминал людям о смерти своего брата. В результате силы и ярость вернулись к людям, и они с новой силой начали готовиться к битве. Наступила ночь, 17-я ночь месяца Рамадан, 2-го года по хиджре. Это была пятница. Войско мусульман встало лагерем, войско неверующих тоже наготове. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, провел всю эту ночь в молитвах. И Аллах ниспослал на мусульман сон, чтобы успокоились их души. Затем пошел дождь, который был милостью для мусульман и наказанием неверующим. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Воистину, после этой ночи утром произошло одно из наиважнейших сражений в истории этой общины – битва при Бадре. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.